Это родильное отделение с поистине санаторными условиями. Современное оборудование, мягкие удобные лежанки в стойлах, массажные щетки. То есть за счет этого и делается массаж животным, чистится, выскребается лишний навоз и все остальное, и повышается надой. Щетка может иметь несколько степеней свободы, может и так, как угодно податься корову. Оно и понятно. Контингент здесь будет жить особый и требующий повышенного комфорта. Буренки, находящиеся в декрете, роженицы и телята. У местных операторов теперь не работа, мечта. Весь процесс максимально автоматизирован. Даже кормлением малышей будет заниматься специализированная станция. Телятнице останется лишь задать программу для каждого питомца. Норму молока и сухих кормов, температуру питания. Теленок сам будет есть по необходимости. Кроме того, будет здесь и свой банк молозива. Молозиво, которое мы собираем, мы замораживаем, чтобы был банк молозива для тоже эффективной выпайки телят и получения хороших здоровых животных. Таких крупных животноводческих комплексов в Коми не строили с 90-х, говорят специалисты. Первый коровник на 480 голов в Южном запустили 2 года назад. Сейчас там обживаются венгерские буренки, которых закупили еще осенью, и приобретенные совсем недавно черно-пестрые из Нижнего Новгорода. Кроме фермы, тогда открыли еще и доильно-молочный блок с каруселью. С его помощью за час можно выдоить 240 коров. В 2017-м возвели еще 2 здания. Благо, современные технологии позволяют сделать это в короткие сроки. Конструктив сейчас используется в основном металл и сэндвич-панели, и бетон. Это современные материалы, которые позволяют при строительстве экономить средства, потому что это быстро возводимые конструкции получаются. При эксплуатации за счет того, что есть применение сэндвич-панели, довольно-таки комфортные и низкие теплопотери. Ну и сам срок эксплуатации металлических зданий, сооружений при нормально функционирующем, будем говорить, климате и все остальном, он довольно-таки длительный. То есть это порядка 50 лет можно спокойно эксплуатировать. Новые апартаменты, родильное отделение и новый коровник пока пустуют. По словам генерального директора предприятия Галины Чащиной, их заселят после того, как в апреле запустят воду. Сюда переведут коров из старых зданий. Кроме того, закупят дополнительно 240 голов. По подсчетам специалистов, новый комплекс позволит увеличить производство молока в 2 раза. Львиную долю будут перерабатывать на месте, излишки поставлять на Сыктывкарский молзавод. Сейчас хозяйство решает кадровый вопрос. Для нового комплекса нужны специалисты, но на село зоотехники и ветеринары не торопятся. Ведь ветеринары заканчивают, идут лечить собачек и кошек, а зоотехники практически даже уже не учатся. Может быть, из других? Ну, приглашали, но везде нехватка. Вот где бы это самое, куда бы я обращалась, везде нехватка. Ну и проблема у нас еще с жильем, потому что жилья нету. Вот планируем в этом году построить для именно специалистов жилье. Возможно, вот туда и приедут. Нужно привести в порядок и дороги. Здесь они в плачевном состоянии, отметил вице-премьер Анатолий Князев. Проблему планируют решить уже в этом году. В прошлом году проработали вопрос, мы уже изготовили проект этой дороги. Мы вошли в программу Минсельхоза России, и в этом году мы должны построить эту дорогу. Это от развилки дороги к Прокопьевке вот до этого места, до забора комплекса. Впрочем, агрогородок будет расширяться и дальше. В планах построить еще 2 больших телятника. Елена Кононова, Олег Юшков, телеканал Юрган.